Подробности автокатастрофы на трассе Душанбе-Ченак. Афганские беженцы обратились с письмом к президенту Эмомали Рахмону. После двухлетнего перерыва возобновляется маршрут поезда из Худжанда в Волгоград. В Москве задержан еще один уроженец ГБАО, блогер и волонтер Камер Мирзоев. Сегодня на 46-м километре автодороги Душанбе-Ченак автомашина по перевозке сжиженного газа марки «Дулан» из-за выхода из строя тормозной системы опрокинулась в реку Варзоп и взорвалась. Об этом сообщает пресс-центр МВД Республики Таджикистан. По данным МВД, авария произошла в 10 часов 30 минут. Автомашина по перевозке сжиженного газа под управлением водителя Амиршо Шамсидинова, жителя Пянжского района поселка Пянж, из-за выхода из строя тормозной системы столкнулась с оборудованием для взвешивания толлинговой плазы Хушери, принадлежащей акционерной компании ИРС, в результате чего опрокинулась в реку Варзоп и взорвалась. В результате взрыва погибли 2 человека, один получил ранения, частично повреждены еще 2 автомобиля. Следственная группа проводит расследование на месте происшествия, отмечает правоохранительное ведомство. Однако МВД не указывает, о каких автомобилях идет речь, ведь в сообщении ведомства о них нет ни слова, и кто стал жертвой данной аварии, также не сообщается. Между тем, филиал компании Innovate Road Solution Ltd, который отвечает за содержание дороги Душанбе-Ченак, сообщила новую версию произошедшего. После отказа тормозов машина проехала почти 2 километра и затем упала в реку. Водитель выбросился из машины и с телесными повреждениями доставлен в больницу. К сожалению, после взрыва, по причинам, которые позже будут выяснены соответствующими органами, 2 пассажира 2 автомобилей погибли на месте происшествия из-за пламени взорвавшейся машины. Также женщина попала под автобус Душанбе-Пенджикент и погибла. Еще 4 человека с телесными повреждениями госпитализированы, отмечаются в сообщении компании. Слухи о том, что упомянутая машина врезалась в автобус, беспочвенный. Автобус упал в придорожный кювет. Его пассажиры, в том числе 17 иностранцев, целые и невредимы, отмечаются в сообщении. Руководство и сотрудники филиала компании выражают соболезнования родственникам погибших и просят водителей обращать внимание на техническое состояние автомобиля перед поездкой. В настоящее время дорога открыта, обеспечено регулярное движение всех видов транспорта. Между тем, в компании «Азиан Экспресс» опровергла информацию КЧС о том, что пострадавший автобус принадлежит их компании. В РС уточнили, что автобус принадлежит ООО «Корвон Сайох», и туристы его арендовали, чтобы доехать из Душанбе до Пенджикента. Афганские беженцы, нашедшие приют в Таджикистане 5 сентября, обратились с письмом к президенту Эмомали Рахмону с просьбой остановить процесс принудительного возвращения беженцев и просителей убежища в Афганистан, где у власти сейчас стоят талибы. Как сообщают достоверные источники радио «Зоди», за последние дни с территории Таджикистана были принудительно высланы на родину более 100 афганских беженцев. Власти Таджикистана никак не комментируют данный процесс и не разъясняют причин таких действий. Большое число афганцев были вынуждены покинуть свои дома и свою родину, чтобы остаться в живых, чтобы дать будущее своим детям. Они скитаются по разным уголкам этого земного шара, говорится в письме афганских беженцев в Таджикистане. Письмо написано на фарси, русском и английских языках. Власти Таджикистана не сообщили, получили они письмо или нет. За 2 недели, прошедшие с момента публикации материалов о высылке афганских беженцев из Таджикистана, ни один официальный орган не дал разъяснений по этому поводу. Лишь представитель МВД 2 недели назад сообщил, что более 30 афганских беженцев были оштрафованы за несоблюдение правил пребывания на территории Республики Таджикистан, но об их высылке речь не шла. После двухлетнего перерыва 7 сентября из Худжанда в Волгоград отправится пассажирский поезд. Он отправится в путь в 13:00 и прибудет в Волгоград через 2,5 суток. Цена билетов, согласно данным сотрудников ГУП «Таджикские железные дороги», варьируется в диапазоне от 1200 до 1300 тысяч сомони в зависимости от условий внутри состава. Поезд имеет 10 вагонов и рассчитан на 614 пассажиров. Отметим, что этот рейс станет 3-м пассажирским маршрутом из Таджикистана в Россию. Ранее были восстановлены железнодорожные маршруты в России из Кулябы и Душанбе, а 15 августа первый поезд из Таджикистана в Волгоград собрал рекордное число пассажиров.
Блогер и волонтер Камер Мирзоев задержан вечером 5 сентября по месту проживания в Москве. Интернет-портал Памир Daily News, который пишет о событиях в Горно-Бадахшанском автономном округе, отмечает, что уроженец Хорога Камер Мирзоев писал в соцсетях под именем Комчек Мирзоев. Двое близких блогера сообщили сегодня, что сотрудники полиции задержали и людей, которые проживали вместе с Камером в одной квартире. О них до сих пор ничего не известно. Близкие блогера уверены, что Камер задержан за свои публикации в соцсетях и опасаются, что его могут экстрадировать в Таджикистан. Камер Мирзоев писал в соцсетях в основном о проблемах жителей Горно-Бадахшанской автономной области. Во время пандемии его публикация о ситуации в одной из больниц ГБАО вызвала огромный резонанс. Тогда десятки людей отправили помощь в медучреждение. Это второе за последнюю неделю задержание уроженцев ГБАО в Москве. 1 сентября был задержан Маматбек Атабеков, гражданский активист из Мургабского района. В прошлом месяце сотрудники полиции задержали другого бадахшанского активиста Максуда Гаюсова, последние полгода проживающего в российской столице.